Это что, меня фотографируют? Ну, я буду записывать. Ай, говорить так будете. Ничего. А у вас вот тут во нечто лежит. Это мята, это самое. Это просто мята, да? И это, ну, она называется мята или это самое, мелиса. Ну, А інат чого? так, а иначе заваривают чай. Можно не в чайке, да, тогда запах хороший от чая. Ага, от этой мелисы. И в хату войдешь, потрешь воздух. Начинает, як все равно это самое, запах другий. Вы думаете, деревня это ж, это больница лечить, а деревня тоже, так сказать, не сидит на месте. А деревня тоже то тое. Мы знаете, что много чего ели, як приехали с беженцев. Был голод. Рачики собирали. А что это за рачки? Это самое, растить такий стволок. Ага, и тут як тукачек. Тогда мы делали, сушили и мололи, делали ладки. Клевер собирали, сушили. Потому что из беженцев приехали, нечего было кушать. Так собирали травы, клевер, рачики, тукачики. Ага, и все это сушили и нажорно мололи. И пекли ладки. Да, а тогда уже стали троху богатей, гарбузы сеять. Гарбуз драли, ходили в лес с желудами. Желудов насушим, намелим. Ага, и уже у коржаки, у преснаки. Еще питали душу. Так мы же еще питали душу, и тогда вся и земля была, и она чистая. Не была никакой химии завляжена. Так мы это самое, еще потребляли чистое. А теперь земля загазированная, это самое, Чернобыль ты пришел, якую траву не возьми, так она уже не такая. Тмин, знаете? Знаем, тмин, Вот, ага. вот это, вот надо будет его надо. А он лекарственный, ці просто у суп? И он очень пахучий, его у капусту солить хорошо, и тмин. Да, наверное, что-то помогает. Вот. И он очень хороший. Вот, А вот як... Я бы уже тут бы попросил бы, кто мне покосил, Ага. но тмин я подожду, что немножко, чтобы зарезать его. Его, если прожимаешь, то он быстро рассыпается. Михаил Петрович, а вот те были такие травки, что сырыми можно есть. И вот пошел у лес и яси. Кислица. Я ели, типа шаулика. Ага. У моей соседки росла вот и красная, вот она. У леса она зеленая, вот это вот. У леса она зеленая, а тут она красная в ей. А она не лекарственная, просто так, что съедобная, Не знаю. да? Це смачно. Ну, лесная больше кислая. Хвощ помогает, мочагонная. Хвощ это мочагонная. Вот. Это мочагонная трава. А яє як заварювати і пити? И тоже я же говорю, все травы сухие на столовую ложку резаной травы мелкой на стакан воды. Ага. А ще я бачу некую травку, А это конский щавель. Конский щавель. А он что? И он тоже хорошо от поноса помогает. Семена его созреют, помогает корой. Это конский, самый настоящий конский щавель. Это чаборик у меня с того года. А чаборик от чого? От Харькова еще он иди. От кашля. От кашля. Пертушин. Ну він же Детская. смачний, а просто його пити Запах як в чайці хороший. добре. С его. О. Супер. Это с того года. Супер. Ще. Так. Тут всякие у меня. Тут и липа, и я вам говорю, тут еще. Не, липу я знаю, а вот того, что... А вот написано гвоздика некая. Ой, сейчас вот росла, я сорвала ее трошки вот для усього. Написано, я книги тобі гляжу, от я сорвала все равно. Она рвала чаборики, я взяла, сорвала. О.
Бачите, потом вот Это который яна в уже городе все, яна растет, цвіла. да? Не, это яна уже даже и непригодная будзе нешта. Надо глядзець по книгам. Вы бачите, уже який цвет, яна же розовенькая. Потом вот едем з маліны мы, так, з лесу. Некалі давно ще была я молодая. И шли с жанчыною з маліны. И сейчас на петух там за зоркой у нас. Мы сели отдохнуть. И конь, люди подъехали на кони тоже, распрягли коня, бо далеко была малина. И вот растут такие розовые кветочки. Мужчина стал собирать их. Так? Я его питаю, для чего вы собираете их? А он говорит, ко мне приезжала родня, у его болел желудок, и он этой травою желудок вылечил, он мне так говорит. Ну, стала я глядеть по книгах, оказывается, это золототысячник. Вот. А яна, так золототысячник и на желтые эти розы? Розовеньким цветочком тоже цвете. Это золототысячник, так? И вот женщина мне одна у нас говорила, я потом ее рвала, и она мне говорила, говорит, Оля, у меня от этой травы перестал болеть желудок. Я болел желудок. А ён у вас тут ёсць, каб на яе паглядзець? Нема. Што яшчэ ёсць такога А мудронага? Бог його знає. Ну нічого. Ці гаварылі, што да Івана надо траўкі сабіраць усякія зёркі. Да. А што раньше сабіралі? Маня, якія травы собирали до Ивана? Ну, до Ивана и зверобой, и мяту, и липовый цвет. Ну, И в лес ходили за багном. и багну брали. Ну, и ягоды Ивановых обязательно. А якія это Іванові ягоди? Чорні. Чарнику. А, Черницы. яны так Это называються? черная ягода считается. Так яны так называюцца Іванові ягоди? Да, так, ну, если на Ивана берешь, так называются Ивановые ягоды. А, і ад чаго яны тады Ну, так памагаюць? говорят, як уже Ивановые ягоды болить, неколи роженица рожала, так бабка носила ж горшки, колись. Да. И обязательно, как бы были эти... Компот был из компот из ягодами. ягод. А як вот ви говорили про рожу, а як рожу лячили? Рожу як лечили, расскажу я. Да. Я не знаю. Надя, моя лечит сестра рожу. У меня опера описана ее. Ну. Лечить рожу, бере ногу. Вот если на ноге красная нога, и она застилая шерстяную красную тряпку. Потом лечить, и потом там же слово говорить, какие там, и потом лен. Скручивая вот такие шарочки, вот как конфета, шарочки скручивая, треба 12 штук. И она их говорить и спаливая, говорить и спаливая, говорить и спаливая. И тогда уже и все, и перестает оружие, не краснее нога. Что интересно, я вам скажу. Я сейчас так наблюдаю за природой. Каждый год природа дает нам лечиться. Той год было очень много раковой шейки. Потом очень много зверобоя было. Потом, годов 2, вот здесь недалеко Лярутицы, валерьянки, вся поле, все у валерьянки. Я еще свою знакомую до себе и поехали накапывать валерьянку. Пропал. Это вот смотрю, Равина, то оно в 2 местах, и то молоденько, я и не трогала. Пусть растет. Бог дал так, пусть будет. Вот. Теперь в этот год смотрю, то очень много этой ромашки. Я корешок валерьянки держу при себе. И вот меня потомочка корешок валерьянки. Ага, хочу заснуть, не берет сон, да? Да. Я тогда возьму все и засыпаю. И да, вот я так само чула, что надо не заливать, а просто понюхать. Да, понюхать валерьяночку. Она меня в пакетике целовала около меня. Я вот раз и понюхала ее. Дуже добре. Вот это хорошая штука. Як он тетя Зіна зоветься? Качиные яйца. А чого він так зоветься, Снежно? Это я знаю, некто говорили давным-давно. А ён употребляется для чего, ці не? Где бора птичьего у городе. Берите следующую травинку, гэта. А эта травинка люцерна коров кормить.
Яна Для ка- съедобная, да? Так і зовецца люцерна, да? Ну, для коров. Добра. Для кормления скота. Добра. И на высокое растить. Добра. Дальше поехали. Вот это. Ну, это трава, это молочник такие. Это просто мало... Но это ж не одуванчик. Не одуванчик, а просто такое молочное. Кидайте их, на откидайте молоко в бок. он. Молочный такие. Вот это. А, ну это, як його завець, крываўнік. Калі понос такі смертельны, тады вот этого заварывать и пить и это. А что пить? Тут Ну, траву. цвятки ці листочки? Не, а завар. А, не, ну понятно. А заваривать всю травину и собирать листочки, эти цветочки? Во, мы ломали, помню, этого, и еще вместе заваривали, и тогда воду эту пили. А вот это такая пахучая. Ай, ну это, ай, ну такие, наподобие кмина, но он декоративный, это кмин. Это межиперница желтеньким зацветет. Она просто... Я лячение не знаю, но в общем детки на это. На цветы вояли. Ну, Внучка насадила. Цветы шелковая трава. Ага. Это шталь. А клевер это ці годится у что? А вот это может, что як порежешься, помогал. А это крываўнік. А ён на чым? Гэта крываўнік тоже вычыскаюць. Этот крываўнік, лапки якія. Гэта крываўнік. От крови, вот я не знаю, ну, цвяты называют крываўнік, а лячэнне не знаю, як рассказать. А крываўнік это. А гэта межиперница воина у меня растет. И зацвечала желтым. Между пальцев ложи, и хай болька еще сейчас. Завоить еще это. Вунака дядовник. Ну, еще более травы такой. Я с ним практически близко не сталкиваюсь. Карлик, уберите эту силу, она нам не надо. Идем все дома. А вот это что, Валентина Ивановна, вот это? Это люцерна, вы знаете, она вам не надо. Эту люцерну, видно, сеять хозяйство едет, и оно с машины оно рассыпается. Да? А тут некий водопадик. Да, там красиво у нас, можете даже глянуть. Это домашнее. А что домашнее? Скажи. Вот стою сейчас. А вот это ружовенький, это алтей. Да, это алтей. А у яго корень же ці это Корень, листочки, да, корень да, алтея. да. Ну, зараз успомнится. Ой, слушайте, Так, это да, вот душица, только. якая называется ще матярдушка. Да. Матярдинка у вас, да? Да. А іна куди, от чого і Это найде? сердечное. Это Ага, всё и сердце. только листочки ці гэтай Вот кветочки. именно во время цветения цветочки. Так, дикую мяту зарисовала Ага, себе. вот тут Вот вот это ще. дуже маленький у меня тут. Вот эта мята у нас Сейчас. перечная, И а вот мята эта лимонная. маленькая мята лимонная. Да. А яны у дикой природе не растут, их треба куплять, да. Их и практически нету, да. Рядом вот сидел шалфейдик, дочка спать. Вот простудзіся, вот уже и температура, тады можа што пілі. Пила, деточки, пила. Пила як простуды я. Вот. Возьму малинику, гулячку, возьму смородины, гулячку, вишеньки, гулячку. Вот это так, вот это парила, это я кипятком заливала, но не кипятила. И тоже у теплое место. Да, в теплое место и настаивая, вот это я пила. Бабуля, а что вот рабілі, як парэжаш руку і кроў цячэ? Можа, якую тоже лістинку прыкладалі ці траўку? Клали эти полын. Прямо на кроў. Полын, мамка. Ага. Прямо на кров полын. Ані ж не щипала? И оно Щипель. щипля, крепко щипля, но кров снимается. У тебе роботи нема вже, правда, бо куди чистити. А ці гаварылі слоўцы? Все добре, все добре. А ці гаварылі слоўцы якія, як парэжаш руку?
А не помню это. Може було. Не помню. Ага. Вона все знає. А як от Вона знає. робиш А знати нічого. і руку Коля, розов'єш? тихо. Коля, хто Коля? Ой, Ну хай мам, ваша Хто Коля? бабуля Ну ти так, знімаєш, що тобі? так послухай, хорошо Коля. Робота говорить. є твоя. Человек, Вон на дворі тебе нема, ти там у человека такая работа. И человек Работа, ходит работа. по старых Називають цими кубишки травниці, а з'являються оберегом здоров'я. І вона так само наповнена лічебними травами, успокоїтельними, м'ятою, душицею, різними, в общем, Хорошими такими да, травками. травами успокоїтельними. І от приносять людям оберег. А де вони стоять у хаті? У хаті Ага. на червоному куті, щоб оберег йшов как бы и от Бога, и от всего земного мира, чтобы